Итоги работы Совета тейпов за уходящий 2018 подвели на совещании у главы региона. От вашего внимания, подхода, от ваших слов зависит очень многое, и с каким настроением больной поступает уже к врачу. Расскажем о празднике в медицинском колледже имени Асият Тутаевой. Там отметили 25-летие. Визуальными средствами ребенку становится понятно, что нужно сделать на его же собственном лице. Это сильно увеличивает процент эффективности выработки навыка выражения эмоций. Потому что эмоции. Новую методику, развивающую мимику детей, больных аутизмом, внедряют в Ингушетии. Технические изделия, срок годности которых вышел, или негодная, или бракованная продукция, подлежит отдельному складированию. Праздник в каждый дом и желательно без последствий. Новый год и чудо пиротехники. Как избежать форс-мажоров? Спасибо, что живой. Ингуши из Магадана отогрели велосипедиста из Испании. Как он докатился до Колымы, расскажем в выпуске. Это новости 24. Добрый вечер. Проведение разъяснительных бесед среди тейпов, содействие решению проблемы несвоевременной оплаты коммунальных услуг, профилактика различных правонарушений, эти и многие другие важные для региона вопросы решаются благодаря работе Совета тейпов. Результаты деятельности общественного института сегодня подвели у главы Ингушетии. На очередной встрече главы Ингушетии с Советом тейпов обсуждали итоги работы общественного института за уходящий 2018 год, а также наметили планы на предстоящий. Так, за год членами Совета проведено 28 заседаний Президиума Совета тейпов, на которых рассматривались 64 вопроса. Также представители тейпов принимали участие в конференциях, сходах граждан. общественного богбали мы чадада хашмески тхош ишмети дадхат тхдокош хош цасык азягырсыдеш саквасты шивер работоспособный в диколлективе тхавашакиты халханыр ханзыр мы чадада хашмеди камял дулуш да алхамдулуш шимоти гошитей пудус нахбатха так да ляндали Лярат, отдельно твой план вот я. Что план, что под план жмали, измо больнице ли, царь Бог мы в школе или мы царь полилду. Как царь катхон касаться вопрос, халищаться. Любой вопрос обращение, хулиется хули. Ваша его инициатива. Низбек Евкуров отметил, что Совет тейпов играет важную роль в вопросах духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранении и укреплении мира и согласия в обществе. И благодаря работе лучших представителей ингушских фамилий в регионе сумели достигнуть не только общественно-политической стабильности, но и решить многие тейповые вопросы в обществе. За тот период, который президиум прошлый работал, проделали огромную работу, в том числе и по консолидации нашего общества, по консолидации непосредственно наших тейпов. Иногда эта работа, она видна, не видна, это такой процесс. Но при этом Совет тейпов или работу Совета тейпов понимают только тогда, в большинстве своем люди, когда кто-то уже соприкасается. Даже элементарные вопросы, даже сагёдя, вроде бы там такого ничего сверхъестественного, но все равно когда и один тейп, и второй тейп начинает уже бурлить, вот здесь в этом случае, даже в этих вопросах, вы очень такую солидную, серьезную помощь оказываете. Оперативно вмешиваетесь, держите на контроле вместе с органами властей. Ну и, конечно, допускайте развитие конфликтных ситуаций. Помимо этого, много работы мы проводим по профилактике, в том числе взаимодействие с органами правопорядка, особенно с ГИБДД, с теми, кто борется с наркотиками, с незаконным оборотом наркотиков. Там тоже, имея списки на руках, вы проводите профилактику, работу, ее надо продолжать.
Совместно с примирительной комиссией мы продолжаем работу по примирению людей. И тех, кто хочет там кому-то отомстить, и тех, кто до крови не дошло, но все равно есть некоторые хатрыш, как мы говорим, между людьми. За последнее время мы начали уже работать и с семьями тех, кто находится в незаконных вооруженных формированиях, или уничтожен, или в розыске, или находится в местах лишения. Поэтому здесь тоже тема такая, которая должна сопровождаться вами. На каждом шагу она и сопровождается. Подводя итоги уходящего года, председатель Совета ТЭПов Иса Арчаков отметил работу общественного института в вопросе отслеживания торговли в республике мясной продукцией. سكازيل استحيوا برود خلدها صارت مش حقوا حاجاتها برود خلص يعني قلنا لي كرتها أسبوع نقبة تيجي افتسات سري خلص فيسك عده بيانش بس براو شيء يال سليو سري تسايل قبوني يال تكش بقدر يال شو دوا خلات موتيك دوا دو موتيك تصدق يدكيه لا خوج أحمد ورد خوجة دوهاش ديك نوتشلا شو دوا يتزيد حلقة دوش وانا مش عارف قاعد يرمو دوا خنيا شرنوبل حلقة ياخ تشار تيجي ديال الشكماج يا هيريس برينسيبل постоянно تيجي حلقاش دوك تين دوك دلات نو чисто аккуратно بقدر ياج أورس حفر خن تشار ياخ تركي ياخ وسط وقار ياخ غلغا ياخ كرسل تك دوك دانز تشار ياخ يرش حق разные датчики но факт то что دوخن شوجه радиация или есть حتى парца غلط должен السل دوخ كتير يخليش سوسي животное воду любой пород دوخن доцу но цутай пар از خوز دندیسی سوشراتی دهتر جشتر شد زدقه حاجات так ну фина дали мало дали عدا حاجة любой تكاش عدو زادوخ سلزيون خليس лабораторный анализ خليس врач заключение خليس تك وفي بعض تكاش عدو خذوه أسعد دول جدات ماشي إيه حطوا الشيء زكذا دول زكذا ده تكاش حي لي زراني يقصد ورصد كتو راتشو ماشي حطوا تاش حطوا أقوستير بполовинке حتى قيسادات частями أقوس دول تيجي ورвать يفعرвать تدقتي خنق بتوца. Возьмите сейчас в эти газели машин возьмите. Хаждес, если там нарушение закона, хаж мышлец, управление по делам религии, Мухаммед Сахар заговяли. Дейша закава течь. Маловчин, каждый бойни. Для этого муслим яндиев. Минат садагадяли хириштани. Все чахтол. Мен сельхозстане хажа комиссиял течь. Тигич хадяка, ну, проверять дуах течь. Ветеринар на мулатик, но опять же аж боштали хамхутак течь. Дали из проверить из Чернобыльский 20. Тише классы Чернобыль хакуля шанш. Ну это невозможно. Ханял Чернобыль уже там украинские границы чудак элалат, цадушала, ну цадали что дали гуштилач адарес. Это там гуштилач там. Ну опять нах шедер мудути. Хажа тич полностью. Соответственно, дети. والحمد سيري بويني بوكرج وجا حقول بها حجول شو غلاش ثاني бизнес بوجدلي أظن وقت مشتبين خلص ديك داس ну давайте да халяльные продукты их мыди ярмыди золомыж мыди ешь хамаш мыди тигач хири муфти заместителя хабибы خبرش حبيبي بو حبي совместно حاولت تحت телевизор передач حي на я камера жада долж حالی بوینه می حالی رو مدعان ده یارش اقدر ده وای ветеринар цар ветеринар это яр Чернобыль дат اقدر дат важно камера гадители дуал так. Обозначая задачи Совета ТЭПов на предстоящий год, Иса Арчаков отметил необходимость укрепления единства народа и искоренения различных негативных явлений, имевшихся в обществе. Баргиж долче баргижды. Школа, больница, мост, город, опознанный, киёвый, докковый, хадя дикамаш, дольхов.
Ну, раз уах той хадят Ахмаду я говорю, хос едик должно, хама. А в соцсетях на развачах я дахадычи как-то без внимания идут. А малейший саму должно, если галден должно, хама, а даяч, гадбахи, туарыштихи, сдается кичек в обществе, настолько нах хусман вид. Как-то и нех ила худцы худцы настрой дают уже несколько вид. Того за кизик права, что расширить бах я такой. Она от вас лежу министр вихи хат, директор вихи, кавар вихи. Могла что гал должно сакати виха, цун беседуй, цун тазер дой, давали, хавали, шамалыш шефобоку я чит да в положение ходился. Работа с министрами и другими руководителями. Надо включить обязательно, да, совещание о голосе Иса, Хавали, Ахмад Вали, Кавар Вали, Ковиса, Халвер Шох. Цасяга, не по направлению, не обязательно по направлению вообще. Цасяга, есть совещание. А совещание малое, кирается, перская объяснена, кирается, это ваша правительство, заседание. Главы муниципального образования Бахти. Может, Халдес. Шин ал вопрос, даже вопрос идти, ходяк, даже в общем разговоре, там вопрос идти, канал, даже предложение от меня, голос Совета Тайпов Холцевич, при главе Республики Халыч, декодер Хайдыч. Юнусбек Евкуров призвал членов Совета чаще выступать по телевидению и информировать население о проводимой работе, о тех недозволенных фактах, которые стали самопроизвольно решаться на стихийных встречах так называемых представителей от народа. Чаще проводить разъяснительные беседы среди тэпов, озвучивать вопросы своевременной оплаты коммунальных услуг, недопущение случаев похищения девушек с целью вступления в брак, которые опять участились, профилактика различных правонарушений, в том числе и дорожно-транспортных, больше работать с молодежью. Идирман Киева, Новости 24. Сегодня в Назрановской администрации прошел обучающий семинар для контрактных управляющих и заказчиков с целью повышения их теоретических и практических знаний. Обсудили последние изменения в сфере государственных и муниципальных закупок, а также новые правила в электронной сфере размещения, с которыми предстоит столкнуться заказчикам. Организаторами мероприятия выступили Минфин Ингушетии совместно с Федеральной электронной торговой площадкой «ТЭК-Торг», УФАС России по Республике Ингушетия и компания «Спектр». Репортаж Даны Плиевой. В сегодняшний век информационных технологий вести покупки через интернет – привычное дело. И в наступающем году бумажный процесс уступит место электронному для некоторых заказчиков уже на федеральном уровне. В стране проводится реформа системы государственных закупок. Она направлена на реализацию единого цикла формирования, размещения государственного заказа уже в социальных сетях. Семинар проводят представители Федеральной торговой электронной площадки ТЭК-Торг, одной из крупнейших среди 8 электронных площадок по стране. Сейчас вся страна стоит на пороге больших, можно сказать, революционных изменений в сфере государственных закупок. Происходит окончательный переход от бумажных видов закупок к электронным. То есть все закупочные процедуры с 1 января 2019 года будут проводиться на электронных площадках. Именно этому и посвящен наш семинар, чтобы предварительно, заблаговременно помочь заказчикам Республики Ингушетия подготовиться к переходу на полностью электронные формы закупок. Мы планируем на этом семинаре рассказать о том, как проводятся новые виды закупок, показать на примере площадки ТЭК-Торг, как эти процедуры выглядят на экране монитора каждого работника. Вести обучающий семинар приехали квалифицированные специалисты, среди которых и эксперт по государственным закупкам ТЭК-Торг Юлия Романова. В частности, лектор рассматривает последние изменения в сфере государственных и муниципальных закупок, а также новые правила в электронной сфере размещения, с которыми предстоит столкнуться заказчикам. Все это будет происходить автоматически. От заказчика требуется только знание применения новых требований закона. И когда заказчик зайдет в свой личный кабинет на электронную площадку, уже ему будет доступен функционал размещения процедуры непосредственно в электронной форме и проведения всех основных этапов. Это рассмотрение поступивших заявок и в дальнейшем заключение контракта по процедуре. Будет значительно экономить время при подготовке заявки, при подаче заявки со стороны участника и также со стороны заказчика. В зале Назрановской администрации собрались представители различных государственных учреждений и организаций, которые занимаются закупкой нужной продукции для своих ведомств. Для наших заказчиков этот семинар – хорошая площадка, чтобы повысить базу теоретических и практических знаний в сфере своей работы. Благодаря этим семинарам мы много что узнаем, повышаем свою квалификацию, и контрактные управляющие, и бухгалтера, поскольку, участвуя в закупках, мы как бюджетная организация выставляем постоянно на торги, участие в аукционах принимаем,
Поэтому мы должны знать все новости, все изменения. Как говорится, никто не хочет платить штрафы. Все это, чтобы быть в курсе всех изменений, поскольку постоянно законы меняются. Поскольку электронная форма, электронный аукцион, они доказали свою эффективность, доказали свою конкурентоспособность. Вот реально они самые конкурентоспособные. Конкуренция именно в электронной форме больше достигается. Поэтому изменения в закон таковы, что все закупки заказчики обязаны будут проводить с 1 января следующего года в электронном виде. Это очень сложно. К этому нужно приготовиться, это нужно понять, потому что закон начнет работать с 1 января 2019 года в этом направлении, но и также с 1 января начнутся уже проверки. Семинар включает 2 секции. Кроме рассмотрения изменений закупок для заказчиков, эксперты также расскажут про изменения, которые коснутся поставщиков. С начала 2019 года поставщики аккредитацию будут проходить не на электронных площадках, а будут проходить ее через единую информационную систему. Но в дальнейшем это облегчит работу, так как, проходя один раз аккредитацию в единой информационной системе, они получают аккредитацию на всех федеральных электронных площадках и смогут работать на всех электронных площадках. В завершении семинара все слушатели также получат сертификат о пройденном обучении. Но главный плюс для наших госзаказчиков – готовность к новым изменениям в федеральном законе о госзакупках. Закон существует в стране с января 2014 года, и изменения, внесенные в закон в июле текущего года, начнут действовать уже с января 2019. Дана Плиева, Ислам Арапиев, Новости 24. Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением. Это цитата из клятвы Гиппократа. Именно с этой медприсяги начинается практика любого врача. Взрастить профессионала своего дела, чуткого и одновременно жесткого, решительного и знающего – задача трудная, но обязательная для педагогов любого медучреждения. Медицинскому колледжу имени Асия Тутаевой это удается. Сегодня они отпраздновали свой 25-летний юбилей. История, традиции, накопленные за четверть века, и особый дух, который не может не почувствовать каждый, кто сидит в этом зале. Люди, которые с достоинством несут клятву Гиппократа, и те, кому еще предстоит спасать человеческие жизни, собрались, чтобы вместе отметить 25-летний юбилей со дня основания медколледжа. Именно для них сегодня звучат все поздравления и песни. Впервые открыв свои двери 1 сентября 1993 года, медицинское училище смогло принять своих первых студентов. Здание, в котором раньше располагался детский сад, отремонтировали. Всего за пару месяцев удалось сформировать педагогический коллектив. В конце июля уже смогли принять у абитуриентов вступительные экзамены. Желающих было много, но условия позволяли набрать только 6 групп, по 30 человек. Эти и многие другие основные вехи в истории развития учебного заведения запечатлены в большом фотоальбоме. Перелистывая его сегодня, первый директор Руслан Албагачи вспоминает: это было тяжелое, но значимое время. Мне надо было в течение 2,5 месяцев выполнить 25 пунктов. Отсутствие учебного корпуса, отсутствие преподавательского состава. Практически кроме приказа о моем назначении ничего не было. И это были очень тяжелые годы. Я сегодня по истечении 25 лет вспоминаю первые свои шаги. Это надо было первым создать бланк, печати полностью, заказать учебную литературу. И самое главное, где мы должны принимать экзамены, где мы должны учиться. Сегодня мне посчастливилось выдать 486 дипломов по 4 специальностям. Из них я знаю, что многие поступили в медицинские вузы России. Многим сегодня работают врачами, заведующими отделением, кандидатами медицинских наук. Это является самым большим богатством для меня. Сегодня, оглянув назад, я считаю, все, что мы делали 25 лет назад, не пропало даром. Сегодня без медицинского колледжа не может существовать здравоохранение нашей республики. В 1995 году приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности России училище было преобразовано в колледж, а в мае того же года учреждению присвоили имя легендарной дочери ингушского народа, военврача 2-го ранга Асия Тутаевой. Нести ее имя с достоинством и брать с нее пример призвал студентов и глава региона Юнусбек Евкуров, который лично пришел поздравить юбиляров с этой датой. Многие из вас, закончив колледж, в последующем поступают в высшее учебное заведение. И, как было сказано, создаете вот эту когорту врачей, профессоров, академиков, те, которые стоят во главе нашего Министерства здравоохранения, будучи на работе или будучи на пенсии, неважно. Поэтому я хочу поздравить всех вас,
поздравить ваших педагогов, поздравить ветеранов, поздравить всех, кто стоял у истоков создания нашего колледжа уже сегодня. Ну и пожелать успехов, чтобы у вас все получалось в жизни. Мы когда встречались несколько лет назад, обсуждали вопросы, и самый главный вопрос сегодня – это, конечно, новое здание для медколледжа. И об этом постоянно говорит и министр здравоохранения, ну и, естественно, наш руководитель профсоюзных организаций Фатима Барханоева. Мы буквально вчера это обсуждали, и недавно на встрече обсуждали этот вопрос. Стоит у нас этот вопрос, он открыт, он не закрыт, мы будем добиваться того, чтобы это все было. И я думаю, что решение в ближайшее время будет принято. Глава также вручил благодарственные грамоты преподавателям учреждения. Сегодня в колледже обучается около 600 студентов по 4 специальностям – сестринское, лечебное, акушерское дело. А 2 года назад открылось отделение лабораторной диагностики. За 25 лет работы в колледже удалось создать необходимую базу и обеспечить качественную подготовку специалистов среднего звена для здравоохранения республики. Я желаю, чтобы каждый из вас через себя, через свои руки, через свои знания приносил только самое хорошее и самое положительное для всех жителей Республики Ингушетия, для всех больных, для всех пациентов, которые к вам обращаются. Пусть ваши благодатные руки, пусть ваши умные головушки, пусть принесут только тепло, счастье и здоровье всем тем, кому оно нужно от вас. 25 лет – это цифра, которая дает основание почувствовать гордость за все предшествующие поколения преподавателей и студентов, а нынешним осознать необходимость продолжения благородной профессии, рожденной почти 1,5 века назад. Медицина – это очень важно для каждого человека. Я с детства мечтала поступить в медицинский колледж, помогать людям, делать добро. Многие из студентов колледжа стали настоящими профессионалами своего дела, и это неудивительно, ведь в этих стенах работают высококлассные специалисты с огромным стажем работы. Никогда не пожалеть о сделанном выборе обещают и нынешние студенты, ведь ответственность которой им передается очень велика. Жарадат Хулухоева, Асхаби Лакиев, Новости 24. Развить у детей с диагнозом аутизм навыки распознавания эмоций на лице. Такую нелегкую задачу перед собой ставят создатели современной методики. Ее авторы прибыли в Ингушетию. Специалисты из Ростова-на-Дону провели обучающий семинар для ингушских психологов, дефектологов. Повысить свою квалификацию в этой области изъявили желание и психологи из соседних регионов. Амина Букова расскажет. Страх, ненависть, радость. Распознать эмоции на лице ребенка с диагнозом аутизм практически невозможно. Методика, потому что эмоции, разработанная психологами и дефектологами из Ростова-на-Дону, позволяет особенным детям научиться мимикой выражать свое настроение через специальное приложение. Все просто. Нужен планшет, ребенок и заботливый родитель. Программа начинает работать. Взрослые просят ребенка сделать какую-то эмоцию, например, там, грусть. И там есть картиночка с грустью, тоже взрослый может помочь и показать на своем лице грусть. Сделать так же. Ребенок должен выстроить на своем лице что-то похожее на грусть, сколько у него получается. И взрослый, как правило, помогает, нажимает кнопку фотографирования, или ребенок может сделать это сам. Затем алгоритм обрабатывает сделанную фотографию, и если что-то неправильно, то прямо на этой фотографии появляется контур. Например, ребенок плохо опустил уголки губ или не опустил их. Появляется контур, который начинает увеличиваться и показывать, что нужно опустить уголки губ. То есть он из ровного, нейтрального делается изогнутым. Таким образом, визуальными средствами ребенку становится понятно, что нужно сделать на его же собственном лице. Это сильно увеличивает процент эффективности выработки навыка выражения эмоций. Мы просто сравнивали, да, эффективность выражения эмоций у детей после 12 занятий на карточках и с зеркалом, специалистом, и на планшете. Та группа, которая работала с планшетом, показала более высокий эффективный результат. Проект ростовских специалистов вошел в 10 лучших по итогам 3-го всероссийского конкурса «Навстречу переменам» и получил президентский грант. Методика подходит для детей от 6 до 12 лет, 2-й и 4-й группы аутизма. Ее эффективность доказана научным исследованием, проведенным при поддержке Российского гуманитарного фонда. И начиная с 2017 года ростовские специалисты внедряют эту методику по всем городам страны. Более того, многие специалисты из
сами узнают о семинаре и приезжают из соседних городов и республик на мастер-класс. Мне, как психологу, всегда интересно такого рода мероприятия, которые проходят у нас в республике. Не всегда есть возможность выехать за пределы, чтобы повысить свою квалификацию как специалиста. Разработчики руководствовались, принципами аботерапии. Это известный метод коррекции, считается на сегодняшний день самым распространенным в коррекции аутизма. Но так, в принципе, это что-то новое у нас в России. Я приехала с Чечни, с Грозного, работаю я психологом в реабилитационном центре. Я получила большой опыт в направлении с детьми СРАС, и в дальнейшем я буду стараться применить эту методику. Семинар в Ингушетии проходит уже 4-й день при поддержке Центра психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. Мы планируем сделать такие встречи систематическими, в течение года повышать квалификацию наших специалистов. И так же, как и сейчас, на основе соглашения мы будем работать с данными организациями. Сегодня завершающий день семинара. По его окончанию каждый из слушателей получит удостоверение о повышении квалификации от Южного федерального университета. Амина Бокова, Магомед Доскиев, Новости 24. Ингушские каменные замки в былом великолепии. В Джейрахском районе идут работы по восстановлению башенных комплексов. Строители реставрируют башни и склепы поселения Бишт. Процесс трудоемкий и сложный. Более того, требует немалых финансовых вложений. Однако это того стоит. Результат труда превосходит все ожидания. Из Горной Ингушетии наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. Если в равнинной Ингушетии туман и слякоть, то Джейрахский район встречает путников ярким солнцем и сухой погодой. Последнее, кстати, очень по душе строителям. Реставрация башен, склепов и могильников началась здесь еще в июне. С тех пор сделано немало, но солидный объем работ еще впереди. Все время приходится думать над каждым камнем, над каждой плитой, над каждой ступенью. И очень много работы, времени ушло на подготовку, на вычистку тех камней. То есть склеп был почти полностью разрушен, взорван, выжжен изнутри. Рамзан Цуров все свое свободное время предпочитает проводить среди этих каменных исполинов. Теперь, когда предоставилась возможность самому поучаствовать в реставрации башен, отложив писательское перо в сторону, автор гимна нашей республики взялся за строительный инструмент. И вот мы сейчас заново восстанавливаем вот эту крышу вот этого большого склепа. Как вы видите, склеп огромный. Крыши этих склепов, они делались вот из такой сланцевой плиты. Это очень такой сложно добываемый материал, но тем не менее другого выхода у наших предков не было. То есть заменить вот этот сланец здесь было нечем. Всего здесь реставрируется порядка 10 объектов. Жилые, боевые и полубоевые башни, расположенные по соседству с могильниками и склепами. Время беспощадно ко всем этим сооружениям, но без физического воздействия они вряд ли бы оказались в столь плачевном состоянии. И тем приятнее осознавать, что работы по восстановлению архитектурных памятников проводят профессионалы своего дела. Реставрируя, ты в любом случае вкладываешь частичку даже себя в эту работу. Пытаешься думать и в то же время действовать, как наши предки, можно сказать. Поэтому труд на самом деле очень нелегкий, даже иногда не можешь представить себе, насколько была трудоемкая работа и как они это смогли, в принципе, построить. Поэтому очень интересно. Трудности в процессе, разумеется, возникают. В первую очередь это доставка материала. Но когда душа болит за историю и культуру родного края, никакие преграды не страшны. Погода держится хорошая, работа продвигается по плану, а большего строителям и не нужно. Это дело очень большой важности. К сожалению, это очень дорого. Это делать, это очень дорого. Это не сравнить с обычным строительством вообще никак. Трудоемкое и дорогое занятие. То есть в некоторых случаях там приходится работать там чуть ли не как ювелир. Эгикал, Хамхи, Карт, Меллери, Духаргиш. Теперь еще и Бишт. Список отреставрированных башенных комплексов растет к радости жителей республики. И, быть может, скоро в Горной Ингушетии не останется развалин. На их месте, гордо взмывая ввысь, будут стоять каменные замки, восстановленные в своем точном образе и подобии. Тамерлан Хамхоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.
предновогодние дни тысячи праздничных фейерверков продаются во всех городах России. Торговцы подсчитывают прибыль, ну а для пожарных и медиков пиротехника становится головной болью. Статистика свидетельствует, что новогодние хлопушки и шутихи – одна из самых распространенных причин гибели и увечий людей под Новый год. Так что МЧС предупреждает. Репортаж Тамары Хашагульговой. Вся новогодняя продукция на центральном рынке Назрани сосредоточена в этом. районе. Здесь на традиционной предпраздничной ярмарке можно купить мишуру, сладости, новогодние костюмы и многое другое. Залина Плиева пришла купить подарки своим племянникам. Женщина уже присмотрела елочку, дело осталось за малым. Нужно выбрать пиротехнику. Когда покупаем фейерверки, обязательно спрашиваем, сопроводительный лист есть или нет. И спрашиваем, безопасно ли дома или лучше делать на улице. При предоставке нам сопроводительного документа мы, конечно, сразу покупаем. Вот. Детям очень нравятся бенгальские огни и салюты. В общем, сейчас тоже буду смотреть, выбирать. Хасан Гадаборшев, он же по совместительству семейный Дед Мороз, решил порадовать своих внуков. Их у него, кстати, 18. Они заказали новогодние костюмы и праздничные фейерверки. Что касается последнего, Хасан решил заменить фейерверк на бенгальские огни. Говорит, так безопаснее. Бенгальские огни есть здесь. Призыв пакет сейчас поощряют. Фейерверк вообще ият. Берешь вообще ездишь хамаят. Опасно есть берешь. Обычно берешь тикать сюда чего хочешь. И целый хама камда чолт. Новый год долчха. Именно использование некачественных пиротехнических установок, как правило, приводит к пожарам и несчастным случаям в праздничные дни, говорят сотрудники МЧС. Здесь главное не проявлять халатность в отношении собственной же безопасности. Ответственность в равной степени несут родители детей и продавцы, которые умудряются реализовывать опасный товар. Хранение пиротехнических изделий не допускается с другими товарами. Поэтому технические изделия, срок годности которых вышел, или негодная, или бракованная продукция, подлежит отдельному складированию и с последующей ликвидацией. Чтобы веселое торжество не закончилось в отделении травматологии, сотрудники МЧС просят покупателей быть внимательнее при выборе петард, фейерверков и их производных, а продавцов призывают проявить элементарную заботу о своих клиентах и больше думать о хорошем настроении потребителей, чем о собственной выгоде за счет чужого здоровья. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. До 31 декабря помещения с максимальным объемом потребления тепла менее чем 0,2 гигакалории в час должны быть оборудованы приборами учета. Новшество распространяется на многоквартирные и частные дома, в том числе хозяйственные постройки. Собственникам необходимо обратиться в теплоснабжающую организацию за получением технических условий. Ввести в эксплуатацию счетчики необходимо при обязательном привлечении ТСО. Если установка технически возможна, но до 1 января собственники ее не произвели, то ресурсоснабжающая организация вправе сделать это самостоятельно. В таком случае расходы по установке прибора несет уже потребитель. Куда же его занесло, да еще и в такую погоду? Это краткая аннотация приключений испанца на Колыме. СМИ и социальные сети облетела новость о спасении иностранного экстремала, решившего покорить на велосипеде магаданские трассы в лютый мороз. Все бы закончилось плачевно, если бы на помощь околевшему путешественнику не пришли наши ребята, жители Магаданской области – Ваха, Муса и Аслан. О невероятной истории наш корреспондент Амина Бокова. Ты живой? 50-градусный мороз, трасса Колыма. Под завалами снега путешественник из Испании Хосе Андрес
Он мечтал добраться до озера Байкал на велосипеде. По дороге между Якутией и Магаданом решил остановиться на ночлег прямо в палатке на трассе. Вот только российские холода европейскому экстремалу оказались явно не по зубам. Его ждала верная смерть от обморожения, если бы за сутки до привала он не встретил компанию ингушей. Молодые люди Ваха Чемурзиев, Мовсар Муцольгов, Аслан Хабриев отправились в Магадан чинить машину и по дороге остановились в кафе. Когда мы туда заходили, стоял велик, турист велик. И нас удивило, почему? Потому что на улице 50 градусов мороза. И кто на велике в такой мороз? Зашли, там сидит турист, греется. Поговорить с ним никак не получилось, потому что он английский не знает, вообще ничего по-английски. Чисто только испанский язык. Испанский мы не знаем. Чуть-чуть поговорили. Английский, ингушский, русский. По чуть-чуть подбирали слова. И мы ему объяснили. Он сначала сказал, что у него путь с Магадана до Байкала. Мы ему объяснили, что это смертельно опасно, что нельзя вот так вот рисковать жизнью. Лучше едь обратно. И мы уехали в Магадан. Не смогли переубедить его. Подумали, все равно он выйдет на улицу, ночью не поедет. Мы побыли в Магадане дня 4, сделали машину и поехали обратно. В этой же кафешке обратно остановились на обратном пути. Там, поспрашивали в кафешке, которые повара у них, что случилось с ним. Они сказали, что он уехал. И нам уже было интересно найти его. Компания отправилась по маршруту испанца. Они проехали более 100 километров, пока не увидели на обочине палатку. Тогда и стало понятно, новый знакомый в беде. Сам подошел к палатке. Там никто не шевелится, ни звука. И мы решили, что он умер. Мы уже хотели отойти там, не знаю, доехать до первого пункта и вызвать кого-нибудь, скорую, милицию. И зашевелилась палатка чуть-чуть там. И он там, себя приходил, Он засыпал, от холода человек засыпает. И Аслан там, он жив, И мы уже выскочили, объяснили ему. И он тоже в Сусуман, обрадовался, что, увидел нас. Замерзшего иностранца обогрели, напоили чаем, а утром отвезли в гостиницу и вызвали врачей. В такой смертельной опасности опытный путешественник впервые. За его плечами Исландия, Пакистан. Но вот Россию покорить оказалось куда сложнее. А всему виной перчатка, рассказывает сам Хосе. Мне понравилось одиночество, энергия Сибири, но не понравилось, что нет солнца. Спустился с перевала, не хотел ночевать наверху, там холоднее. Все было идеально, и велосипед, и одежда, но во сне у меня снялась перчатка, и прошло всего 5 минут, как я отморозил руку. Врачи сделали Хосе перевязку, так что путешествие пришлось отменить. Впрочем, возвращается домой он не с пустыми руками, а с морем впечатлений и новыми друзьями в Магадане. Языковой барьер новые знакомые, кстати, преодолевали недолго. Как оказалось, смесь ингушского, русского и английского языков дает свои результаты. Магадан, да? Надумал ты, да? Испания, да? Из Магадана испанец отправится в Москву. Героический поступок наших соотечественников отметил и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров на своей странице в Инстаграм. По мнению лидера республики, ребята показали хороший пример для подражания. И именно такими делами должна славиться наша молодежь. Амина Бокова, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. В студии была Лайла Цурова, и до встречи в эфире.